Мы договорились регулярно проводить встречи хакимов приграничных областей, согласовали конкретные проекты и мероприятия. Решающее значение для экономик наших стран имеет развитие надежных и эффективных транспортных коридоров. Речь прежде всего идет о железной дороге Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а также мультимодальном коридоре Ташкент, Андижан, Ош, Иркиштан, Кашгар. Мы условились принять скоординированные меры по продвижению этих маршрутов. Еще раз подтверждена обоюдная готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в области водопользования и энергетики. Наши компании прорабатывают вопросы реализации важных проектов по строительству и совместному эксплуатации гидроэнергетических объектов в Киргизстане. Это очень серьезные, крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение, чтобы это было реальным подтверждением наших договоренностей. Теперь мы должны работать и отчитываться перед народом наших стран, потому что это очень крупные гидротехнические проекты. По итогам конструктивного обмена мнениями намечены практические шаги по скорейшему завершению правового оформления узбекско-киргизской государственной границы и обеспечению полноценной работы пропуска этих пунктов, потому что мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились очень жестко, конкретно, что кто должен делать и когда должен делать, потому что это очень чувствительная проблема, которую ждут наши народы. И мы с Адыром Нургужаевичем конкретно по каждому вопросу нашей пограничных вопросов, описания этих границ договорились, кто будет делать, когда будет делать. Мы даже сроки определились. В течение 3 месяцев. Но я думаю, что мы сейчас сказали друг другу, что это самая перспективная перспектива, это 3 месяца. Но мы по некоторым вопросам, которые люди ждут нас, мы будем в ближайшее время эти вопросы решать конкретно, без бюрократии, беря на себя оба стороны реальную, серьезную ответственность, чтобы было лучше, комфортно нашим гражданам. Рахмат. Урматтуу Шавкат Миромонович, урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин чакыруусу боюнча мен Өзбекстан Республикасына мамлекеттик иш сапарым менен келдим. Учурдан пайдаланып, кадырлуу Шавкат Миромоновичке Ташкентке келүүгө чакыргандыгы үчүн жана жалпы Өзбекстан элине биздин делегацияга көрсөткөн жагымдуу жана жылуу меймандостук үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бул менин Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлангандан бери Өзбекстан Республикасына болгон биринчи сапарым. Кыргызстан бир тууган Өзбекстан менен мамилелердин жогорку деңгээлине ар дайым өзгөчө маани берип келгендигин жана түзүлгөн тыгыз кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр экендигин белгилейм. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жана былтыркы Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөр учурунда биз боордош Өзбекстандын колдоосун толугу менен сездик. Ушуга байланыштуу мен урматтуу Шавкат Миромоновичке жана Өзбекстан элине Кыргызстанга азык-түлүк, медициналык шаймандар, ооруканаларды куруу түрүндө көрсөтүлгөн гуманитардык жардам үчүн чоң рахматымды айтамын. Уважаемые представители средств массовой информации, сегодня с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Миромоновичем, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества и приняли ряд решений. Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению стратегического партнерства между нашими государствами
взаимодействию в интеграционных и международных организациях. А также пригласил Шавката Миромоновича посетить Кыргызстан с ответным визитом в любое удобное время. В целях дальнейшей активизации всего комплекса вопросов кыргызско-узбекского взаимодействия запланировали на ближайшее время проведение очередных заседаний межпарламентской и межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также Совета полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хакимов приграничных областей Республики Узбекистан. Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до $2 миллиардов США. Следует отметить, что в ходе бизнес-форума между представителями Кыргызстана и Узбекистана были подписаны контракты в целях углубления сотрудничества в сфере торговли, а также для улучшения инвестиционного климата между нашими странами. Исходя из многовековой исторической и культурной общности наших родственных народов, мы обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Договорились возобновить проведение взаимных дней культуры и искусства в ближайшей перспективе по мере снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, обменялись мнениями по региональной и международной повестке. Наметили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества. В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Узбекистана и отмечает поступательный характер нашего стратегического партнерства. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля. Мы готовы динамично развивать плодотворное сотрудничество с братским Узбекистаном по всем направлениям. Урматтуу Шавкат Миромонович, бүгүнкү биздин эки тараптын кызыкчылыгын көздөө менен келишилген бүткүл келишимдер жакын арада ишке ашаарына терең ишенебиз. Кыргызстан менен Өзбекстандын элдеринин ынтымагын бекемдөөгө мындан ары дагы дайым даярбыз. Мурдакы эки элдин ынтымагын биз болуп көрбөгөндөй деңгээлде бийик, жогору деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.